Уважаемые коллеги, мы рады вас приветствовать на второй профессиональной части нашего семинара, который посвящен траектории развития школ Минпросвещения России. Я рада приветствовать всех, кто сегодня заинтересован в данном проекте и с нами работает в онлайн-формате, что можно рассматривать как результат нашего семинара. Итак, в первой части мы рассмотрели идеологию развития проекта «Школа Минпросвещения России». Мы понимаем, что во всех субъектах Российской Федерации данный субъект имеет свои региональные особенности. Наши особенности заключаются в том, что в этом году принимают участие в проекте «Школа Минпросвещения» наши организации новостройки и школы, которые включены в проекты по капитальному ремонту. Но важно, что надеемся, что в следующем году к нашему проекту будут подключаться и инновационные площадки, и вторая очередь школ, которые входят в проект по модернизации инфраструктуры. И мы приняли решение, что в рамках первой части мы работали именно над командообразованием. Мы всегда говорим о том, что команда образовательной организации, конечно, это один из важнейших факторов развития самой образовательной организации. Но мы определяем таким образом, что наш проект – это региональный проект, а значит, мы считаем, что мы работаем единой региональной командой, что сформированы команды на уровне муниципальных образований, и, конечно, очень много сегодня зависит от командообразования, от командопостроения именно в самой организации. Потому что, как говорит сегодня Сергей Сергеевич Кравцов, школы, которые включены в данный проект, это школы, которые сегодня будут влиять и уже влияют на развитие системы образования в регионах. Поэтому, уважаемые коллеги, в рамках первой части мы намеренно приглашали управление образования. Те, кто еще не включился в данный проект, мы очень рады, что у нас были подключения именно управления образования и других школ. Ну а вторая часть – это такая очень хорошая рабочая методическая часть, которая будет посвящена презентации перспективных профилей деятельности наших образовательных организаций. Уважаемые коллеги, я прокомментирую особенности данного вида работы. В начале сентября мы провели с каждой школой открытый разговор. Мы его назвали «Открытый профессиональный разговор о важном», о том, каким образом сегодня будет формироваться программа развития. Каким образом сегодня школа Минпросвещения становится именно центром образования, воспитания и просвещения не только для территории, но и для муниципального образования, и даже для республики. Поэтому, коллеги, вот у нас уже до 18 подключений, даже больше, по-моему, мне говорят, больше подключений, что важно сейчас. В этом зале находятся наши школы Минпросвещения. Многие из вас уже их хорошо знают, но теперь вы должны понимать, что именно через школы Минпросвещения действительно будут реализовываться и методические идеи, интересные методические решения, и именно через школы Минпросвещения будут разрабатываться именно такие системные изменения, которые связаны с формированием единого образовательного и единого федерального пространства. Это очень важно понять. Второе, что я хочу до вас довести, что сегодня на уровне федерации открыт федеральный чат, где мы демонстрируем наши результаты. И вот наша сегодняшняя профессиональная встреча, второй открытый разговор, он тоже будет представлен уже в рамках федерального пространства. Для нас это тоже очень важно. И в завершении представления перспективных профилей у нас будет еще один тренинг. Коллеги, я думаю, что постараются подключиться. Вот видите, по-моему, на экране. Да, это тренинг, посвященный манипуляциям. Вы знаете, почему мы решили провести такой тренинг? Потому что когда мы анализировали профили школ, видели проблематику, которую наши коллеги поднимают, мы осознали, что действительно сегодня наши руководители – это лидеры образовательных организаций, и
именно с точки зрения 3 китов, а я напомню, у нас 3 кита – это учитель, это школьный климат и образовательная среда. И вот с точки зрения формирования этих 3 китов проблема манипуляции профессиональной, она на самом деле становится очень актуальной с точки зрения именно управления коллективом. Поэтому, коллеги, я надеюсь, что вы будете на данном тренинге и поработаем вместе с ведущим бизнес-экспертом, коучем Ольгой Фаритовной Осиповой именно в рамках данного тренинга. Но сейчас очень важно сегодня, коллеги, увидеть лидеров нашего профессионального сообщества. Я говорила в рамках наших первых презентаций, что у нас уникальная республика, об этом сказала наша Российская Федерация, что у нас 10 школ принимают участие в проекте. Из них, уважаемые коллеги, одна школа, которая является лидером профессионального сообщества, опорная школа Республики Коми, которая дает себе еще один толчок для проектных решений. Это гимназия имени Александра Сергеевича Пушкина города Сыктывкара. И 9 школ, очень интересные, уникальные, это сельские школы, которые являются центрами развития территорий. Поэтому вот такова наша особенность. И мы решили, что начнем мы представление перспективных профилей, проектов, программ развития, да, то есть подходов, может быть, программ развития с нашей опорной школы, с нашего уникального участника проекта, единственной городской школы, которая понимает, что на нее возлагаются особые задачи, но она с этим очень хорошо, легко справляется. Я предоставляю слово Ларисе Игоревне Гладких, директору школы, лидеру сообщества с представлением перспективного профиля. Коллеги, мы записываем, у нас будет возможность еще и в дальнейшем поработать с этой записью. А сейчас самое важное. Лариса Игоревна, презентация, наверное, будет, да? Презентация? Да, хорошо. Видео будет, хорошо. Добрый день, уважаемые коллеги. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия имени Александра Сергеевича Пушкина города Сыктывкара представляет видеоролик, где вы увидите разработанный профиль гимназии образовательной организации в рамках проекта «Школа Минпросвещения России». Пожалуйста, ролик. В 2022 году в рамках проекта по капитальному ремонту здания по улице Советской, 14 гимназия вошла в проект «Школа Минпросвещения России». Школа Минпросвещения России – эталонная модель общенациональной школы будущего, соответствующая единым требованиям к образовательной среде, школьному климату, организации образовательной, просветительской и воспитательной деятельности, достигающей определенных результатов и показателей деятельности, которые измеряются едиными общенациональными процедурами. Концепция школы Минпросвещения является механизмом реализации базового принципа системы российского образования, сформулированного президентом Российской Федерации. Справедливость, то есть доступность качественного образования для каждого ребенка в соответствии с его интересами и способностями, причем независимо от того, где он живет, в городе или деревне, в Москве или любом другом регионе страны, независимо от того, где учится, в государственной школе или частной, и, конечно, независимо от социального статуса и доходов родителей. Концепция направлена на реализацию указа президента о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года, достижение целевых показателей. Нацпроектообразование. Проект включает в себя описание системы показателей образовательной деятельности по 8 направлениям. Знание, здоровье, творчество, воспитание, профориентация, учителя, образовательная среда, школьный климат. В июне 2022 года была проведена самодиагностика образовательной организации как обязательное условие для определения текущего состояния, уровня достижения показателей проекта. По каждому из 8 направлений в гимназии выявлен средний уровень освоения модели школы Минпросвещения России. При этом практически в каждом направлении есть критерии, которые мы считаем дефицитами на сегодняшний день, и необходимо организовать работу по их устранению с целью достижения полного уровня освоения модели школы Минпросвещения России. В гимназии сформирована команда инициативных участников проекта, представители администрации, руководители структурных подразделений, школьного кванториума, гимназического музея, спортивного клуба, специалисты, курирующие ключевые направления развития гимназии, профориентацию, работу с одаренными детьми, работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. Несомненно, в реализации проекта будет принимать участие весь педагогический коллектив.
Школьной командой создан перспективный профиль образовательной организации с учетом показателей проекта. По каждому из 8 направлений планируется достижение не позднее 2025 года полного уровня освоения модели школы Минпросвещения России. В направлении знаний уже в этом учебном году планируется сетевая форма реализации образовательных программ с Коми Республиканской академией государственной службы и управления, Сыктывкарским лесным институтом, Сыктывкарским государственным университетом. Продолжится сотрудничество с Дворцом творчества детей и учащейся молодежи, Центром дополнительного образования «Успех». С 1 сентября 2022 года начинается реализация обновленного ГОС в 1 и 5 классах. В направлении здоровья планируется повысить охват участия гимназистов в сдаче нормативов ГТО до 50% и более. Проведение совместных детско-родительских фестивалей и увеличение количества спортивных команд гимназии до 10 мы также видим целевыми показателями на ближайшие 5 лет. В направлении профориентации основными мероприятиями станут реализация программы сопровождения выбора учащимися 4 классов профиля обучения на уровень основного общего образования. Конечно, максимальное участие гимназистов в проекте «Билет в будущее». В направлении воспитания уже в 2022 году будет открыт Центр детских инициатив. Планируется реализация программы школьного туризма. В направлении творчества будет продолжена работа клуба любителей авторской песни гимназии, будут созданы школьный театр и школьный хор. Не менее 80% гимназистов будут вовлечены в конкурсные олимпиадные движения. По достижению полного уровня модели школы Минпросвещения будет организовано сетевое взаимодействие со школами базового и среднего уровня. Школьная команда гимназии проходит и будет проходить курсы повышения квалификации по программам наставничества по освоению цифровой образовательной среды, будет осуществлять трансляцию полученного опыта. В планах также продуктивное сотрудничество с региональными методистами. В направлении школьный климат уже в 2023 году в гимназии появятся новые креативные пространства для разгрузки и общения. Планируется реализация антибуллинговых программ. Направление «Образовательная среда» обеспечит гимназистам и педагогам возможность создания собственного образовательного контента. Планируется создание Пушкинского дворика и школьного кафе. Система управления гимназией подлежит координации с региональными и федеральными информационными системами. Итогом реализации проекта станет полноценное, успешное функционирование гимназии как школы, соответствующей всем требованиям Министерства просвещения России. Уважаемые коллеги, гимназия Пушкина представила перспективный профиль, который стал результатом работы всего педагогического коллектива, учащихся, родителей наших учащихся. Понятно, что этот перспективный профиль разработан после того, как мы погрузились в курсы повышения квалификации, которые были посвящены именно данному проекту. За этим перспективным профилем, который бегло очень представлен в данном видеоролике, разработанная дорожная карта, конкретные мероприятия по достижению полного уровня в каждом направлении. По каждому из 8 направлений ответственные назначены, которые будут курировать на уровне организации исполнение всех целевых показателей. По каждому из направлений под руководством ответственного определена рабочая команда, которая будет реализовывать данное направление. Вы услышали, увидели, что по каждому из направлений на уровне самодиагностики у нас средний уровень. Поэтому в ближайшие 3 года мы планируем, что мы достигнем полного уровня по каждому из направлений. И уже сегодня, приступив к реализации этого перспективного профиля и дорожной карты, мы определили для себя, ну не скажу, что это риски, как обозначено на этом слайде, это скорее те направления, которые должны быть под нашим пристальным вниманием, потому что для нас, ну вот для нас, для нашего коллектива, мы понимаем, что это сложные направления, и надеюсь, что под руководством Института развития образования, под руководством Министерства просвещения Российской Федерации будет действительно организовано плодотворное взаимодействие, где мы тоже у своих коллег научимся, зададим им вопросы и по данным для нас сложным направлениям получим помощь. Ну, по каждому направлению вы видите, например, в направлении знания, безусловно, очень серьезный вопрос – это разработка и, главное, реализация
плана внутренней системы оценки качества образования. СОКа должно стать объективным, и я думаю, что это не только наша болевая точка, над которой нам надо работать. Для нас, где открыт первый в Республике Коми школьный кванториум, и, конечно, мы обладаем хорошей материально-технической базой, мы думаем, будет сложным и требующим серьезной проработки это создание конвергентных лабораторий, которые должны быть не просто созданы, они должны заработать. Всем понятно, что за этим стоит финансирование, участие в грантовых конкурсах, это кадровые вопросы, так чтобы эти лаборатории работали. Сегодня гимназия Пушкина существует в очень серьезной проблеме ротации и обновления педагогического состава. У нас мы увеличились количественно по учащимся, мы очень серьезно увеличились по педагогам и административному составу. Поэтому, безусловно, для нас организация системы непрерывного образования педагогического коллектива и административной команды – это очень серьезный вопрос. Организация системы сопровождения и механизма отбора в работе с одаренными детьми в направлении творчества. Честно говоря, мы никогда этим серьезно, у нас тут честный разговор, да, профессиональный, не занимались. Для нас это действительно очень серьезный вопрос, потому что все-таки мы больше были направлены на образовательный учебный процесс, на внеурочную деятельность, но не как центр дополнительного образования работали. То, что касается школьного климата, это, конечно, организация психологического сопровождения всех процессов. Всем понятно, что сегодня то количество педагогов-психологов, которые работают в школах, их явно недостаточно. Сегодня необходимо поднимать уровень психологического образования всего педагогического коллектива. Сегодня каждый классный руководитель и каждый педагог должны обладать хорошим уровнем психологических знаний и умений. В части здоровья это, конечно, степень активности учащихся и родительской общественности в реализации программ и мероприятий. Да, это тоже сегодня наша болевая точка. Давайте признаем, что 2 последних года дистанционной и полудистанционной работы сделали все-таки образовательную организацию на определенном отдалении от родителей учащихся. Да? Ковид сделал свое дело. Профориентация – это организация тьюторского сопровождения. Если в части реализации программы «Билет в будущее» мы уже не говорим, что это уж прям такая большая проблема, у нас есть учитель-навигатор обученный, и мы запустили эту программу, то вот с тьюторским сопровождением в части профориентации нам пока еще не очень понятно, как это будет выглядеть, потому что это все-таки уже организации профессионального образования, как нам с ними работать. В части воспитания, реализация программ школьного туризма и все, что с этим связано, у нас просто на сегодняшний день нет кадров и опыта. Если есть такие организации, которые этим опытом владеют, мы, безусловно, приедем к вам в гости, пообщаемся, перенимем этот опыт с большим удовольствием. И образовательная среда. Да, сегодня у нас современное здание, все-таки наше одно из зданий, пожалуй, наверное, одна из последних школ, которая сдана в Республике Коми. Но все-таки нам надо работать над вот этой мобильностью и трансформируемостью пространства. И мы изучаем опыт Российской Федерации, смотрим, что находится, как все это делается в школах других регионов, и пытаемся перенять. Это вот те болевые точки, не знаю, ну, рабочие точки, так скажем, на которые мы смотрим и будем над этим работать. Ясно, что мы просим помощи, с удовольствием откликнемся на все ваши предложения. Что мы можем предложить взамен? Потому что у нас есть опыт по отдельным направлениям, и мы можем рассказать, показать то, в чем нам кажется, мы достигли определенных достижений. Все-таки мы несколько лет уже опорная школа Республики Коми, у нас кванториум, мы имеем статус участника проекта, федерального проекта «Школа новых технологий». Что мы можем? В части кванториума, да, мы получили опыт, и мы можем показать, как реализовывать дополнительные программы и курсы внеурочной деятельности в естественно-научной направленности. От 0, получается, до запуска, как это может работать. Как организовать семинары и выпуск методической продукции, да, потому что у нас всегда очень много гостей, очень много методических мероприятий, профессиональное сообщество часто у нас в гостях.
и, безусловно, мы над этим тоже работаем. На сегодняшний день мы апробируем федеральную программу «Азбука предпринимательства», и уже первичный опыт у нас есть. И если есть коллеги, которые тоже в этой программе, с удовольствием мы создадим такое сообщество и будем обмениваться опытом. Система сетевого взаимодействия с профильными организациями. Мы тоже в этот опыт вступили, поэтому с удовольствием обсудим, какие есть у вас наработки и что сегодня делаем мы. Если говорить об ученическом самоуправлении, то это, конечно, организация волонтерского движения. Волонтерский отряд «Пушка добра» участвует в федеральных проектах, и тут у нас очень хороший специалист и очень хороший многолетний опыт с победами в грантовых конкурсах. К слову сказать, гранты получают у нас не только волонтерский отряд, но и отдельные учащиеся, как участники ученического самоуправления. И здесь мы тоже можем рассказать, показать, стажировать, показать, как это делается. Ну и как опорная школа мы реализуем модель многопрофильной школы на уровне основного общего и среднего общего образования, набиваем шишки, образуем этот новый опыт для нас. Вот. Однако можем сказать, что, безусловно, в организации этой многопрофильности у нас опыт уже есть, и поэтому мы с удовольствием с вами поделимся, в том числе и в рамках о реализации модуля «Индивидуальный проект» на уровне среднего общего образования. Ну и, конечно, являясь одним из лидеров в работе с одаренными учащимися в части эффективности этой работы, безусловно, мы можем обозначить и показать механизмы работы с одаренными учащимися, как их сопровождать, как на уровне образовательной организации эта система работает. Вот, пожалуй, то, что я хотела сказать, как были поставлены нам задачи. Рады со всеми работать, потому что наше мнение, что только коллаборируя, мы можем сегодня достигнуть тех задач, которые ставит перед нами проект школы Минпросвещения России. Спасибо, Лариса Игоревна. Уважаемые коллеги, итак, директор Лариса Игоревна Гладкова. Что важно? Важно зафиксировать. Первое. Мы идем на путь именно взаимного сотрудничества. И я очень рада, что Лариса Игоревна действительно, как очень умный и тонкий руководитель, определила, что это действительно очень серьезная работа, не только внутри нашей организации, а нашей всей системы образования. Потому что будут проблемы и будут риски. Это то, что представлено, это не только путь развития, но это путь, который проходит организация, муниципалитет, республика именно через действительно проблемно ориентированный анализ. Поэтому я бы согласилась, что где-то здесь, именно вот в этом слайде, мне очень он понравился, есть риски. Потому что любой наш путь, он связан с рисками. Мы преодолеваем то, что мы рассматриваем именно как проблему и как задачу. Поэтому не будем бояться говорить то, что есть риски, есть проблемы и есть задачи. Самое главное – это уверенность, что действительно мы работаем как единая среда. И то, что предлагает Лариса Игоревна, выйти именно на путь такой хорошей, качественной коллаборации, я думаю, что это очень дорогого стоит, и будем надеяться на такие возможности. Коллеги, у нас открытый разговор. Возможно, у наших коллег, а здесь только директора. Лариса Игоревна, мы намеренно вторую часть немножко сузили, чтобы продолжить открытый разговор. Поэтому, коллеги, кто был вместе с нами на профессиональных встречах в рамках проекта «Школа Минпросвещения», уже знает, что часть работы мы проводим пока в таком закрытом режиме, чтобы открыто поговорить. Поэтому, уважаемые коллеги, если есть вопросы, их надо задавать. Я думаю, что вопросы должны быть, могут появиться. Я думаю, что в следующий раз надо, ну, раз это директора, коллеги, встречаться в школах. Да, вы коллеги, вы приехали. А мы, наверное, может, друг друга мы и не знаем. Сергей Васильевич Гущин, Цилимская средняя общеобразовательная школа, уважаемые коллеги, Сергей Васильевич, школьная команда Усть-Ижмы, Зинькова Ирина Александровна, вы здесь с нами находитесь, если я не ошибаюсь.
Ирина Александровна, Усть-Ижма. Да. Село Обьячево, средняя общеобразовательная школа, директор Косолапова Татьяна Андреевна. Кибаньёльская, средняя общеобразовательная школа, Попова Клавдия Аркадьевна. Аида Имамовна, да, прошу прощения, заместитель, не смогли приехать. И Палевицкая, средняя общеобразовательная школа, Патова Валентина Николаевна, заместитель директора. Хорошо. Вы команда, мне не обозначили. Представьте тогда вашу команду. Очень приятно. Поучебные, хорошо. Кто к нам еще сегодня не присоединился? Не смогла Помозинская школа приехать. И мы в пятницу были в Нившере, Любовь Александровна, встречались с муниципалитетом, управлением образования. И вот тоже сегодня решили наши коллеги, что, к сожалению, из-за учебного процесса не смогут даже, по-моему, и подключиться. Потому что, да, не смогут подключиться. И Ширьякская, да, Земфира Вадимовна, мы вас видим, вы поднимаете руку, мы вас приветствуем. Спасибо, что вы с нами, спасибо. Поэтому, уважаемые коллеги, мы будем ждать, Лариса Игоревна, очной встречи, наверное, со всеми. Вообще, вот мы выезжаем легко, да. Приглашайте, и поэтому, у себя принимаем тоже. Поэтому мы будем планировать, может быть, на осенних каникулах очную профессиональную встречу, семинар со всеми руководителями и заместителями. Спасибо, коллеги. Я вижу, что Иван Владимирович тоже присутствует вместе с нами. Представьте, да, Иван Владимирович, ваш заместитель, Кремер, ваш заместитель, да, руководитель нескольких проектов внутри школы. Поэтому это тоже очень хорошая, качественная команда. Спасибо, коллеги. Будем ждать встречи. Спасибо. Ждем очной встречи. Может, даже вас, Лариса Игоревна, поговорит. Спасибо, коллеги. Да, спасибо. Будем ждать. Спасибо, коллеги. Сергей Васильевич, вам слово. Цилимская средняя общеобразовательная школа. Так, ну еще раз всех приветствую. Как нормальный человек, я, конечно же, к этому новому проекту «Школа Минпросвещения России» отнесся скептически, и это нормально. Но, вы знаете, вот я ехал вчера сюда, на этот форум методический, 13 часов. 3 переправы, разбитые дороги. То есть это очень далеко. И я понимаю, что одна из целей данного проекта – это доступность качественного образования в любой точке России. Наверное, это все-таки стоит того, чтобы мы взялись за эту работу и приложили все усилия для того, чтобы данный проект все-таки начал работать и начал приносить свои положительные результаты. Я построил свой доклад небольшой на той же презентации, что была у нас в этих встречах, да, но единственное, что сделаю несколько, так скажем, поворотов в другую сторону. Ясно дело, что мы немножко с перепугу тут, когда делали анализ, диагностику нашей школы, мы там посмотрели, вроде как будто там проблем-то хватает, да? Но с другой стороны, потом так трезво сели, подумали и увидели, что все-таки не так все плохо. То есть, ну, все-таки есть же, да, какие-то успехи, достижения, а главное, что есть перспективы. И сегодня я немножко вот озвучу как раз то, что у нас в школе есть какой положительный опыт, да, и какие возможности мы можем еще развить в дальнейшей нашей работе. Начну с того, что вот данный проект Минпросвещения, он, конечно, действительно актуален. И вот деревенские дети, сельские дети, они, конечно, не должны быть обделены вот именно вот этим качественным образованием. И будем надеяться, что это все-таки сработает, и мы продолжим уже работать дальше. Может, что-то будет дальше развиваться новое. Так, начну с того, что мы еще раз сели и подумали вот с нашими заместителями своими, там, да, учителями активными, что вот какие трудности могут возникнуть на пути. Ясное дело, что диагностика показала, что мы там не выше базового, некоторые показатели ниже базового там у нас. И понятно, что мы
создали некий перспективный профиль, план развития, и к 2027 году, да, мы хотим попытаться выйти на полный этот уровень. И обозначили некие проблемы, которые нам могут помешать на вот этом пути. И тут, конечно, начнем с того, что вот в течение этого года у нас идет ремонт школы, и мы учимся в 2 смены, да, и здесь уже сразу некоторые проблемы, они возникают, и здесь никуда не денешься. Это надо будет как-то год этот пережить, да, например, та же, скажем, внеурочная деятельность или дополнительное образование. Честно говоря, я вот пока не представляю, как мы это организуем. Может, кто-то из вас поделится своим опытом, как провести кружок, если учишься в 2 смены. Учителя устают, дети устают, и поэтому вот, трудно это сделать будет, наверное. Это первая проблема. Вторая проблема, как это ни странно, сегодня я слышал такую идею о том, что когда в школе один ребенок, в классе ребенок, с ним можно индивидуальную работу вести. Это правда, действительно. А с другой стороны, когда в школе в классе один ребенок, с ним невозможно провести полноценную работу. Та же парная, групповая работа, так ведь? Это все равно ограничение. Вот я хочу сказать, что я когда приехал в школу работать, в нашу Цилимскую, в Трусово, в 1997 году, было 315 учеников. На сегодняшний день 86. То есть деревни вымирают. И в этом смысле, конечно, это тоже проблема, одна из проблем, которая... Ведь все равно же, когда мы строим новую школу, надо опираться на наших учеников, да, а если их мало, то тут тоже может быть возникнуть сложность. Еще одна проблема тоже – это старение кадров. Особенно это касается, конечно, сельских школ, потому что молодежь к нам не хочет ехать. Мало того, молодежь еще и уезжает. Вот у меня, например, в этом году еще один специалист, педагог-организатор просто уехали в город жить. Ищут где лучше. И поэтому, конечно, вот эта проблема, она, кстати, может быть одной из основных быть как раз вот формирование команды, потому что учителя, которые уже пенсионного возраста, им, конечно, все-таки сложнее вот включиться в эту работу, может быть. Опять же, есть разные примеры. Есть учителя пожилые, но они очень даже активные и вполне себе развиваются и очень даже качественно работают. Да? Вот, не всегда. Так, еще одна проблема, которую вот сегодня уже мы озвучивали, вот когда говорили про лидерство, одну проблему мы подняли, это отстраненность наших родителей от учебного процесса и некоторое потребительское отношение, может быть, к школе со стороны родителей. Вот тут надо будет тоже с этим работать, и я надеюсь, что мы справимся. Так, с чего начать? С чего начать? Конечно, начать, наверное, нужно с формирования команды. Да, с формирования команды. Мы вот здесь на этой диаграмме мы показали, да, кто чем должен заниматься по разным направлениям развития школы Минпросвещения. Но я хочу сразу, конечно, оговориться. Команда подразумевает все-таки не только это учителя и администрация. Понятно, что, наверное, скорее всего, во главе с директором должно быть, да, директор, он должен вести за собой. Я сейчас не только о себе говорю, я вообще-то говорю, что директор должен вести за собой коллектив педагогический, хотя современный директор больше похож на машину для подписывания бумаг и отчетов, и завхоз, да. Но при этом, конечно, надо как-то выкраивать время и на вот эту работу тоже вот методическую работу, да, и именно развитие учебного процесса директора очень много зависит. Конечно же, явные его ближайшие помощники – это, конечно же, заместители. Без этого никак не. Они погружены в работу, да, то есть я, наверное, не все в методике там, может быть, понимаю, да, как меня, например, заместитель по учебной работе, она, конечно же, лучше меня разбирается. Ту же программу, например, общеобразовательную, то есть она все равно, она в теме, да, она здесь. И, конечно, от нее очень большая помощь идет. В третью очередь, конечно же, это опора на активных учителей. Они есть, все-таки есть. Да, вот я хочу с гордостью сказать, что вот в этот раз мы еще попали в программу 500+, да, наша школа, и мы прошлой зимой так собрались, как-то вот учителя все-таки пошли навстречу, вот они приняли участие. И сейчас, когда вот этот новый проект «Школа Минпросвещения»,
тоже нашлись все-таки учителя, которые не просто там в курсах поучаствовали, да, прошли эти курсы, но они приняли активное участие в подготовке вот этих первых наших шагов. Да, перспективный вот этот профиль, в том числе вот эти презентации, да, то есть они помогали делать. И я надеюсь, что постепенно мы вовлечем и всех остальных учителей, потому что это все-таки интересно, что-то новое строить, так ведь? Жить по-старому скучно, а строить новое всегда весело. И на этом, надеюсь, что на этом мы и немножко оживим вот этот упавший боевой дух наших учителей. Это, кстати, не только нашей школы касается, между прочим. Это ведь так на самом деле. Особенно, когда в глухой деревне, да, и когда заваливают отчетами и так далее, учителя немножко устают. Так, ну и кроме того, конечно, нельзя обойтись в этой работе без администрации именно власти. Сельская администрация, районная администрация тоже, я думаю, должны нам помогать, потому что школа Минпросвещения – это не просто развитие школы, да, это развитие инфраструктуры новой. И поэтому, конечно, без властных структур, без их участия, наверное, тоже будет неправильно. Ну и вовлекать активных учеников, родителей. Не все родители пассивные, есть и активные тоже. И на основе их примера, может быть, и другие будут притягиваться тоже. Ну, а школьники, они вообще-то, как бы мы ни говорили про них, что они там мотивация слабая, там, да, у них там апатия, но все-таки школьники – это дети. Если их правильно им подать, им все равно будет интересно, и они все равно включатся в эту работу тоже. Так, ну теперь постараюсь очень коротко, я пробегусь просто, значит, по вот этим направлениям развития. Ну, знание – это наша основа, да, знание – это наше все. И, конечно, здесь у нас хватает проблем. Я остановлюсь на тех, что мы уже либо сделали, либо делаем, да, и что у нас уже получается. Наверное, одна из самых трудных, наверное, проблем будет. Сегодня вот уже представители гимназии озвучили тоже проблему. Это объективность оценки качества образования. Здесь сложно очень. Я не очень пока вижу, как вот это все сделать правильно, потому что, смотрите, ВПРы, РПРы мы там проводим, не мы же их проверяем, да, то есть фактически они должны показать объективность наших знаний. Но в то же время, может быть, вот у меня есть предложение такое, над этим можно подумать. Вот мы же, каждый предметник, учитель, да, он должен представить контрольную работу для промежуточной аттестации. Может быть, найти какой-то новый подход, то есть сделать какие-то единые эти контрольные работы для школ, чтобы эти контрольные работы, они как-то пересекались с ВПРами, и потом уже на основе сравнения результатов по этим проверочным работам выявлять вот именно более объективную оценку. Как вариант. Да, по предметам, да. Да, мы же по всем предметам проводим промежуточную. Каждый год мы проводим по всем предметам, во всех классах. Да. Как вариант. Пусть это будет много вариантов. То есть не один-два варианта, да, чтобы это все-таки не повторялось, чтобы нельзя было списать. Не знаю, ну, мое предложение такое, да, я думаю, что можно, наверное, обдумать такой вариант. И таким образом мы сможем, наверное, более объективно оценить знания наших учеников, используя вот подобный подход. У нас открытый разговор. Коллеги, подключусь. Вы сейчас знаете, что уже формируется единая федеральная основная образовательная программа. К декабрю уже будут подготовлены единые федеральные рабочие программы по предметам, и туда войдут уже единые оценочные средства. Поэтому я думаю, что если раньше каждый педагог разрабатывал самостоятельно, мне кажется, вот этот путь, о котором вы говорите, он уже на уровне федерации тоже будет рассматриваться именно как инструмент единого требования именно к оценочным процедурам. Вот именно внутришкольным имеется в виду. Да, то есть мне кажется, к этому пути тоже мы уже приближаемся. Хорошо, спасибо. Но это важно, что вы об этом думаете, это публично заявляете. Спасибо. Хорошо. Ну да, я как один из вариантов, я думаю, что это может дать эффект. Так, вот теперь по поводу углубленных программ. Мы уже говорили, да, что у нас школа маленькая,
параллели нету, и классы маленькие. И, конечно, программы углубленные вот так вот на класс вряд ли есть смысл разрабатывать. Но в то же время я знаю, что у нас в школе есть примеры, когда, например, ученик или ученица поставила себе цель, скажем, поступить на химбил, например, да, и она с учителем химии начинает заниматься дополнительно. То есть они разрабатывают индивидуальный углубленный план, и у нас есть примеры, когда такие ученики поступают и заканчивают, и работают по специальности в дальнейшем. То есть, в принципе, вот в таких маленьких школах, наверное, углубленное изучение предметов можно использовать как именно в индивидуальном плане. То есть это будет вариант. У нас в школе такое, в общем-то, практикуется сейчас. Ну, я уже про внеурочную деятельность говорил. Да, с нашей вот двухсменной работой сейчас пока сложно, но, конечно, когда мы войдем в новую, отремонтированную, красивую школу, потому что внеурочная работа и доп. Образование, оно у нас всегда велось, да, и оно будет вестись. И сейчас мы тоже ведем. Например, у нас, если не буду говорить еще про ферментацию, мы не отменили, мы трактор все равно ведем. То есть учитель, он между двумя сменами, да, он находит время, и с учениками, которые свободны от уроков, он с ними проходит вождение на тракторе. Потому что школьники, они ведь имеют право, да, на профессиональное образование, и мы им эту возможность даем. Вот. Сложно, конечно, но стараемся. Пытаемся все это сделать все-таки, чтобы получилось. Так, проектно-исследовательская деятельность, я думаю, что мы сможем нормально реализовать через индивидуальные проекты. Вы знаете, да, что у нас сейчас в школах школьники защищают весной индивидуальные проекты. Вот уже несколько лет эта работа ведется. Если к этому вопросу подойти более основательно и серьезно, и работы, чтобы они были не для отписки, да, а именно, чтобы это были действительно исследовательские проектные работы, то данный вопрос, я думаю, что будет решен, и, опять же, это даст положительный эффект в дальнейшем. Ну, сетевая форма обучения, я уже говорил, это пока сложно у нас, да, это и интернет. Вот в данный момент, вот именно сейчас, в данный момент у нас в школе интернет, вся школа сидит на одном мобильном модеме от МТС. У нас пока еще не успели провести вот этот проводной интернет, но я знаю, в других школах жалуются, что этот, который проводной интернет, он еще хуже, потому что там все блокируется. Как эту сетевую форму организовать вот в условиях, таких условиях, пока это, наверное, будет сложно. Но хотя в принципе, это возможно. Вот даже тоже вот гимназия искусств сегодня, имени Пушкина, вот они предложили совместную работу. Да, я думаю, что это вполне, наверное, возможно. Нам, по крайней мере, у них есть точно чему поучиться. Вот, может, что-то и мы им дадим интересного. Так. Методическая служба, вот еще хотел бы обратить внимание. Конечно, очень хорошо, что мы проводим вот этот методический форум. Наконец-то мы смогли выехать, потому что, ну, честно говоря, дистанционные формы обучения, ну, уже надоели и не так они эффективны. А когда вот такое живое общение, все равно лучше. Я знаю, что вы планируете во все школы приехать, да, ваша команда. Вот, и мы будем рады вас видеть. Единственное, что, конечно, я хочу предупредить, что к нам добираться сложно, и, кроме того, во второй половине октября вы уже к нам не доберетесь. Зимой, да, начиная где-то, ну, ориентировочно январь, февраль, март. Вот 3 месяца дорога стабильная. Может, немножко раньше, немножко позже, там, но вот зимники у нас работают. Вот. А так, конечно, весна, осень, мы там как на острове. Поэтому есть свои проблемы тоже. Так, ну, кстати, по поводу вот этого блока знания, да, вот обратите внимание на диаграмму, которая правее, ну, по отношению к вам. Здесь дан средний балл на ГИА за последние 3 года. Вот физика и биология у нас некоторое западение, да, пошло, а все остальные предметы, математика, русский, там, да, есть рост. То есть все-таки, опять же, это ведь экзамены, да, это не наши контрольные работы. Значит, еще раз говорю, что все-таки качество образования, оно у нас не такое плохое, да, то есть оно все-таки, результаты показывают, что наши школьники экзамены сдают, и мало того, положительная динамика все-таки есть. Кроме того, школьники наши регулярно участвуют в различных олимпиадах, и
каждый год у нас есть победители и призеры муниципального этапа олимпиад, предметных олимпиад имеется в виду. Так что это тоже можно... Да, и еще один момент, тоже как показатель успешности нашего вот этого компонента, знаниевого компонента. У нас все-таки все выпускники 9 и 11 классов последние 2 года, вот 100% все поступают либо в среднее специальное, либо высшее. Заканчивают, вот в среднем мы так считали, заканчивают примерно 95%. Но это, я считаю, тоже не так уж мало, да, потому что все-таки учиться, особенно в высшем учебном заведении, не всем по силу. 95% – это, по-моему, неплохой показатель. Так, хорошо, теперь воспитание и профориентация. Следующий блок. Вот здесь у меня тоже несколько сложностей возникло, например, как у директора, потому что вопрос очень сложный и актуальный сейчас. Да, в этом ситуации, которая происходит вокруг России, там, да, и все эти конфликты. И, конечно же, государство очень много внимания уделяет именно этому вопросу. Я хочу сказать, что вот боялся я, честно говоря, несколько так с тревогой ждал, что же будет, вот новая эта практика. Каждый понедельник мы поднимаем флаг, поем гимн, и ожидал, что будет все-таки как-то несерьезное отношение со стороны школьников. Но на удивление приходят, встают и поют гимн. Причем поют гимн без всяких там смешков. Они поют, причем мы поем гимн пока что стараемся петь полностью. То есть не только первый куплет и последний, да, чтобы они лучше слова запомнили, и как-то это более торжественно звучит. То есть результаты есть. Это касается не только нашей школы. Вообще-то я считаю, что говорить о том, что у нас в школе, в России плохо развит патриотизм, я думаю, это не совсем верно. Наши школьники, наши дети, они все-таки любят свою страну. Вы смотрите, молодые парни, которые сейчас за Россию где-то гибнут, да, воюют, они ведь закончили школу вот сейчас, недавно. Но они же все равно патриоты. То есть все равно наша работа, она все равно есть, она видна. И нынешнее поколение детей, конечно, оно, я думаю, что вырастет именно патриотами. Правда, хочу сразу оговориться, вот на мой взгляд, воспитание – это не только патриотизм. Потому что если мы только в патриотизм будем ударяться, да, то это тоже неправильно, потому что есть и другие категории, которые мы должны развивать. Тут, конечно, нам помощь, наверное, нужна была и будет нужна. Та же вот программа воспитания, которую мы разрабатываем. У нас, например, заместитель по воспитательной работе, она работает только 2-й год. Ей сразу пришлось эту программу воспитания создавать. Она, конечно, ей сложно. И тут, конечно, вот помощь, методическая помощь и со стороны управления образования, и со стороны вашего института, конечно, была бы очень кстати и помогла бы нам. Ну, понятно, что у нас воспитательная работа ведется активно, да. Сейчас я очень приветствую вот это очередное новшество разговора о важном. Это, наверное, все-таки тоже нужно было сделать, потому что, конечно, мы проводили классные часы. И на этих классных часах мы, в общем-то, говорили как будто бы почти об одном и том же, что и сейчас темы-то ведь, в принципе, они никуда не делись. Но то, что сейчас разговоры о важном, это их выделили как некий отдельную, даже чуть ли не урок, да, в расписании стоит, может быть, это действительно возымеет более весомое значение в дальнейшем. Ну, конечно, у нас в школе через детские объединения мы тоже развиваем у нас вот РДШ, волонтерство. Мы помогаем там пожилым нашим, да, потому что все у нас одни пенсионеры. В селах сейчас в основном пенсионеры живут. И помогать им нужно. Вот. Наши школьники отзываются, никогда не отказываются, да, бесплатно помогают, да, там где-то дрова расколоть или там что-то еще помочь по хозяйству. Вот, за памятником ухаживают. То есть это тоже один из, так скажем, кирпичиков воспитания, да, который позволит нам в дальнейшем это все сделать. Вот. Еще я хотел бы отметить один момент, то, что надо, конечно, больше реализовывать воспитывающую роль урока. Потому что, мне кажется, как-то об этом сейчас подзабыто немножко. А ведь урок, он тоже воспитывает. И это очень важно. И самое важное, что каждый учитель это может сделать. Вот, так что тут работа есть. Ну, семья.
Семья с семьей, я уже сегодня говорил, да, что семья несколько отстранилась, и привлекать их, конечно, к совместной работе через совместные мероприятия, я думаю, что это все можно будет. Не только родительские собрания. Да, вот у нас проводятся, например, там совместные походы с родителями в туристические прогулки, там где-то совместные мероприятия спортивные и так далее и тому подобное. Так, ну и последний еще, значит, блок, который я хотел бы отметить, творчество. У нас работа, конечно, проводится огромная, как в любой другой школе, это различные участие в различных конкурсах, фестивалях, да, у нас школьный кружок есть театральный, да, который тоже участвует в различных мероприятиях, конкурсах театральных, и мы там побеждали, и призерами тоже становились. Есть школьный хор, наши учителя, между прочим, тоже активно участвуют в крупных мероприятиях, конечно, да, там не очень часто, но, например, на 9 мая у нас стабильно учителя, без всяких там даже разговоров, они приходят на репетиции, да, потому что нельзя отказаться от данного праздника, и это стало традицией уже. И вообще в школе у нас есть несколько традиционных мероприятий, например, смотр самодеятельности художественной. Он регулярно проводится каждый год. Разная тематика там у него, да, но мы каждый год проводим. Там, скажем, смотр строя и песни у нас проводится каждый год тоже. Это тоже воспитывающее и это тоже развивает творческие способности наших учеников. Так, ну, кроме того, у нас есть горка, Устцелемская горка. Да, всем хорошо известна именно, собственно, Устцелемская горка, да, которая проходит в Устцильме вот в периоды с 11-12 июля. Но мало кто знает, что, например, 6-7 июля проводятся так называемые малые горки в поселениях. Да, я, например, в этом году был свидетелем, сам тоже участвовал, конечно. Вот у нас в Трусово была 6 числа наша местная горка, пришло столько людей, очень много было детей, все в нарядах. И мало того, они не просто стояли там, детки, да, они водили со всеми хороводы, они все пели песни и так далее. Поэтому, конечно, творчество у нас развивается на должном уровне. Ну и в заключении, конечно, работа предстоит сложная, но вместе, командой, мы сможем добиться многого. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, Сергей Васильевич. Уважаемые коллеги, мы говорим о том, что действительно данный проект, он связан с тем, что мы нацелены на сохранение наших сельских территорий. Это очень важно. И Сергей Васильевич, он, с одной стороны, очень тонко, а с другой стороны, с оптимизмом посмотрел в будущее. Потому что действительно мы понимаем, что у нас очень сильный миграционный отток. Но понимание, что от нас зависит сегодня, ну не только, конечно, от нас, а от всей территории, останутся ли, да, в нашей территории, в селе дети. Потому что этим детям создавать детям семьи желательно, необходимо именно в населенном нашем пункте, в селе Трусово. Это очень важно. Поэтому я всегда говорю, конечно, не все от нас зависит. Но сегодня вот именно это понимание, что мы влияем на развитие территории, это то, что этот проект привнесет. Поэтому, коллеги, я очень рада. Спасибо Сергею Васильевичу. Вот мы были в пятницу в селе Нившево, говорили об этом, что если мы все вместе понимаем, что да, мы единая команда, что вместе с нами родители, что вместе с нами депутатский корпус, что глава поселения понимает, и тогда эти изменения, которые происходят в образовательной организации, они будут влиять, они должны сказаться на нашем будущем и нашего муниципального образования, и нашего села. Только так. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы продолжаем. Татьяна Андреевна, мы предлагаем вам взять микрофон. Средняя общеобразовательная школа село Обьячево. Это школа новостройка. И мы сегодня действительно берем с точки зрения именно новых подходов к сопровождению 3 школы. Это 3 школы новостройки. Татьяна Андреевна, мы вместе с вами вот где-то с конца августа входим в данный проект с точки зрения уже содержания и методического сопровождения, поэтому
Давайте посмотрим, что получается, да? Хорошо, спасибо. Добрый день еще раз. Мы уже сегодня так сроднились, что, наверное, нам работать будет намного легче. Спасибо за такое мероприятие. И я хочу начать с того, что наша школа вошла в этот проект немножечко заочно, потому что на сегодняшний день школа наша еще только строится, и мы пока находимся в старом здании. Вот. Но мы очень рады, что нам оказано такое доверие и такая честь представлять школу Минпросвещения России в Прилукском районе. Мы очень рады, что мы туда вошли одними из первых в этот проект. И поэтому я сегодня хотела бы познакомить всех сегодняшних гостей, всех коллег с Прилузьем, с самой крупной школой Прилукского района, наверное, самыми большими проблемами и самыми большими достижениями, которые у нас есть. Кстати, хочу сразу оговориться, что как директор-то Обячевской школы я совсем недавно, с марта месяца, поэтому вот тоже так очень быстро пришлось входить в коллектив, создавать свою команду. Я ее сегодня тоже вам представлю. И здесь со мной сегодня на нашем мероприятии мой заместитель директора по учебно-воспитательной работе Светлана Юрьевна, курирует начальные классы. Тоже сейчас об этом скажу, почему именно так, да. Мы отличаемся от сельских школ немножечко. Наверное, Обячевская школа – одна из самых больших сельских школ. На сегодняшний день у нас 1209 учеников. В прошлом году было 1225. Это огромная махина, я так называю нашу школу. Что еще здесь нужно сказать, что чем отличаемся мы? Тем, что у нас все 4 уровня образования представлены и дополнительное образование как 5-е. Да? То есть вот все уровни образования, начиная с дошкольного, у нас есть. В чем еще особенность? Наша школа, она располагается в пределах 40 километров. То есть охват территории – это 20 километров в одну сторону и 20 в другую. То есть маленькие школы, которые находились вот в этих пределах, их объединили в Обячевскую школу. И на сегодняшний день учебный процесс у нас ведется в 10 зданиях. Работать очень сложно, и очень сложно сделать так, чтобы ребенку, который пошел в 1 класс Чернышской школы, нашей школы, было так же комфортно, как первокласснику Обячевской школы. Потому что это все наши дети, и я не могу сегодня себе позволить делать какое-то предпочтение отдавать. Поэтому мы стараемся сделать так, чтобы условия были комфортными. Наша школа может гордиться тем, что мы являемся лидерами на сегодняшний день по реализации федеральной программы развития РДШ. Российского движения школьников. 3-й год подряд наша школа является лидером Республики Коми. Мы этим очень гордимся. Мы гордимся тем, что наши ученики являются лидерами РДШ, и сейчас одна из лидеров Шулепова находится в Артеке, как раз по этой программе. В этом году мы пошли еще в один федеральный проект «Успех каждого ребенка». Это как раз речь идет о взаимодействии дополнительного образования и школ. Мы стали частью этого проекта благодаря Республиканскому центру дополнительного образования. Вот, и все для этого делаем. Вот, поэтому я считаю, что наша главная цель и главная задача, и наша программа развития звучит: наша школа – это успешный старт для каждого ребенка. Вот этот успешный старт и должна обеспечить я со своей командой для того, чтобы наши дети считали, что они закончили самую лучшую школу. Ну, а теперь по федеральному проекту. Мы как-то так вот очень мощно и вошли в этот проект и немножечко растерялись, что ли, да. Ну, давайте посмотрим. Кстати, по самообследованию, которое мы
прошли, мы выглядим не так уж и плохо. Если вот посмотреть на этот слайд, то средний уровень у нас на сегодняшний день 107 баллов мы получили. И как вы видите, что здесь базовый это зелененький, а средний это голубенький. И получается, что достаточно хорошо мы здесь смотримся, вроде бы. Но, тем не менее, у нас есть куда стремиться и есть к чему стремиться. И я, наверное, по каждому из основных блоков пройдусь и расскажу, в том числе, поймите нас правильно, у нас появилась возможность озвучить наши чаяния, которые мы долгое время, последние 2 года вынашиваем вот внутри себя. И это есть возможность заговорить и проговорить те острые проблемы, которые у нас существуют. Показатель знания. Вроде бы базовый уровень соответствия у нас здесь вот мои замы по учебно-воспитательной работе. Вроде бы на сегодняшний день, да, у меня 3 зама по учебно-воспитательной работе и 1 заместитель по воспитательной работе. Вроде бы много, но учитывая вот эту разбросанность и учитывая то, что существует сегодня проблема, которая много уже сегодня здесь говорилось, и я все равно их буду озвучивать, то вот на данный момент нам крайне необходим заместитель по методической работе. Вот я считаю, что для того, чтобы развиваться, он должен курировать работу по аттестации педагогов, он должен оказывать помощь в участии в методических конкурсах педагогов, он должен помочь проходить аттестацию педагогам. То есть вот этот огромный пласт работы, который сегодня мои заместители просто не в силах освоить, потому что достаточно много работы у них. Что создано у нас здесь показано на этом слайде. И в качестве таких инноваций движения в школе Минпросвещения России я для себя здесь озвучила вот такие два развития. Это сетевое взаимодействие в школе, в том числе вот Сергей Васильевич говорил о том, что сложно организовать внеурочную деятельность, когда в школе двусменная жизнь, а у нас она всю жизнь такая. Вот мы работаем 2 смены. И из школы мы уходим в 19 часов. Но здесь мы сумели организовать, у нас есть муниципальный центр дополнительного образования. Получается, как заключили с ними договор взаимодействия, и очень хорошо, у нас есть музыкальная школа, то есть дополнительное образование как таковое самостоятельной организации есть, и есть в школе. И расписание построили таким образом, что дети, которые учатся во 2-ю смену, с утра занимаются внеурочной деятельностью и дополнительным образованием. Те, которые учатся в 1-ю смену, этим занимаются вечером. То есть можно сказать, что вроде бы и школа полного дня-то у нас тоже есть. Причем по точке роста, если говорить на сегодняшний день, у нас 31 объединение в точке роста. Причем по каждому направлению еще по 3-4 группы. То есть достаточно большой охват, достаточно разнообразная деятельность, но здесь тоже возникают сложности в материально-технической базе в том числе, потому что у нас не хватает оборудования. Ну и здесь, наверное, вот именно на этом слайде я озвучу ту проблему, которую я сегодня слышала от предыдущих коллег. И, наверное, и те, которые будут выступать следом за мной, скажут, что сегодня у нас кадровый голод. Кадровый голод во всем. Даже на пост директора полгода Объятческая школа была с исполняющим обязанности директора, и вы сами понимаете, что это не очень хорошо, потому что и педагоги, и дети, и родители не чувствовали той поддержки, которая у них должна быть. С моим приходом как-то подняли головы, да, Светлана Юрьевна, как-то почувствовали, что наконец-то появился руководитель, потому что это тоже очень важно. Мы сегодня испытываем голод кадровый во всем, в том числе в педагогах. Нам их не хватает. Сегодня горит учитель математики, физики. И вы знаете, озвучивали вот сегодня на деловой игре, и еще раз здесь повторю, что я как директор готова выехать в любое образовательное учреждение высшее учебное заведение для того, чтобы пригласить к себе, рассказать о своей школе, готова
позиционировать, представлять, презентовать школу везде, чтобы только ко мне пришел этот учитель. Но я не могу обеспечить его ни жильем, ни теми условиями, которыми привыкла современная молодежь. Я понимаю, что эту проблему нам сегодня не решить, но эта проблема существует, и сельские школы все от этого страдают. Нам нужны молодые, интересные педагоги. И вот как сделать так, чтобы вместо пятерочки, господи, какие еще магазины-то есть, которые любят уходить наши пядагоги, или, например, тоже, когда они работают сами на себя, им ли это престижнее, чем работа в школе. Возможно, когда мы придем в новую современную школу, которая будет построена, к нам и приедут молодые специалисты. Но вот надеяться на авось как-то мы не привыкли. Так, пойдем дальше. Следующий показатель – воспитание, профориентация. Здесь я представляю еще два своих зама. Это Шучалина Татьяна Александровна, лидер РДШ, Российского движения школьников. Многие ее уже знают. Терентьева Татьяна Викторовна, которая полностью везет на себе груз организации проекта «Точка роста». И мы участвуем, смотрите, вот здесь я прописала то, что у нас уже есть, да, и профессиональную диагностику мы проводим, и проектная деятельность уже много лет, уже устоявшаяся, уже стабильно работает, и профориентационные уроки, и билет в будущее, и в большой перемене мы участвуем. И школьное самоуправление, вот, кстати, 30 сентября мы приглашаем к нам, у нас выборы директора школы, у нас день ученического самоуправления. Буду себе готовить преемника, так что меня пригласили на выборы. Будем выбирать из детей день самоуправления, вот того самого, да, это же тоже профориентация, да, он остался традиционным, много традиций, которые мы поддерживаем. Объединение РДШ, Юнармия, волонтерский отряд. В этом году юные друзья полиции мы создали профильные такие отряды, которые работают, успешно работают. И я считаю, что это одно из таких хороших достижений нашей школы. Здесь нам нужно делать то, чтобы вот то, что мы сейчас уже делаем, оно привлекало большее количество детей, то есть развивать все эти направления, потому что они у нас уже созданы. Собственно говоря, вот здесь такую задачу я ставлю перед собой, чтобы как можно больше детей сюда привлечь. Следующее направление – творчество. Тоже направление, которым, вот вы знаете, как хорошо делать, хотите какой-нибудь проект. Вот проводишь такой комплексный анализ и понимаешь, что вроде бы сначала такая депрессия, ничего не получается, а тут вроде бы все есть у нас, да, только развивайся. Получается, что можно сегодня сказать вроде бы, что у нас и есть школа полного дня. Как таковой, конечно, который говорит школа Минпросвещения России, мы, конечно, не соответствуем, но для себя я говорю, что мы приходим в 8-10 и уходим в 19 часов, так что школа полного дня у нас есть. У нас есть интересный Сергей Петрович Феденев, он работает в Народном театре имени Горчакова у нас, актер такой хороший, в том числе учитель истории обществознания, и он взял на себя миссию создать школьный театр. То есть под покровительством вот Народного театра наши дети теперь будут развиваться, тоже есть проблемы. Для того, чтобы сделать школьный театр театром, нужно очень много, кроме талантов детей. Поэтому вот моя задача сейчас их всем этим обеспечить. У нас 3 музыкальных коллектива. Хор учителей, хор мужчин. В этом году у нас 170-летний юбилей школы, и на этом юбилее наши мужчины покорили, конечно, сердца всех, потому что мужчины-учителя, которые коллектив мужской, свой хор и детский хор. Очень активно у нас развивается школьный пресс-центр. Мы участвовали и участвуем ежегодно в проекте «Народный бюджет в школе». Ежегодно становимся победителями, и вот в победе мы благодарим то, что мы победили, да, мы организовали свой пресс-центр, который теперь уже и не школьный, я бы его уже назвала и муниципальным, потому что мы озвучиваем и освещаем все большие события образования, которые происходят у нас в районе. И у нас есть замечательный музей Низовцева Марина Николаевна, которая представлена на этом слайде, заведует школьным музеем. Я, наверное, редко видела такой,
в сельской местности такой музей школьной жизни. У нас есть уникальные экспонаты, и мы очень ждем, что новая школа даст возможность для развития этого направления. Огромное количество экспонатов. Все это хочется вот так же красиво, как здесь, да, выставить, чтобы видели люди, видели родители, видели жители нашего Приволжского района все это. Поэтому здесь развитие тоже нужно. Ну и вот все эти направления мы будем развивать благодаря, в том числе и школе Минпросвещения России. Я думаю, что результаты мы увидим скоро, в скором будущем. Показатель здоровья. Здесь я представляю еще одних лидеров теперь уже в физической культуре и спорте. Мы развиваем направление все. На сегодняшний день у нас хорошие результаты есть и по туризму, есть и по ориентированию. И процент сдавших ГТО у нас достаточно большой среди педагогических работников и детей. И вот здесь сегодня говорилось о том, что школа Минпросвещения России предполагает, чтобы была доступная среда для занятий физкультурой и спортом всех участников образовательного процесса. Я хочу сказать, что у нас это уже сделано. Стадион, который есть на территории школы, работает. То есть мы до 22 часов. То есть есть возможность заниматься взрослым на нашем школьном стадионе. Спортзал мы проводим спортивные секции, спортивные занятия для родителей. Фитнес, то есть спортивный зал у нас круглый вечер, да, весь вечер занят. И это мы уже делаем. Поэтому вот здесь вот это я считаю своей гордостью и преимуществом нашей школы. Создан школьный спортивный круг. В этом году прошел первый районный фестиваль школьных спортивных клубов, достойно себя показали. Организовано горячее питание, но здесь сегодня тоже озвучивали проблему о том, что если это будет школа полного дня, конечно, мы потеряем процент питания, потому что родители на сегодняшний день в сельской местности, к сожалению, не готовы выкладывать такие суммы за питание детей, как бы мы этого не хотели, и они понимают, что это должно быть, но сегодня это пока так. Ну и здесь в качестве инноваций, я уже сказала, успех каждого ребенка – это развитие туризма в школе. Ну и перспективный профиль, конечно, я не поставила себе все высокие баллы, очень трясущимися руками ставила баллы, но хочу сказать, что планку поставили высокую. Об этом я уже сказала своей команде, о том, что раз нам выпала такая честь, мы должны не уронить свое лицо, поэтому мы очень постараемся сделать так, чтобы в нашей новой школе все было замечательно. Я заранее всех поздравляю с наступающим нашим профессиональным праздником и надеюсь, что мы тоже вас встретим. Но получается, что либо вы к нам приедете в эту школу, либо подождете, когда мы вас пригласим на День сельской школы. Всех участников, во-первых, нашего проекта я приглашаю в Прилузье. В августе следующего года мы будем проводить форум сельских школ в Обьячевской школе новой. Поэтому для вас отдельная квота, как говорится, да, обязательно жду вас всех у нас. Ну и, конечно, приезжайте, мы будем рады показать все, что у нас есть. Спасибо за внимание. Спасибо, Татьяна Андреевна. Коллеги, давайте поаплодируем. Очень важно, что вы с уверенностью смотрите вперед и уже действительно обозначены те направления, которые необходимо проработать с точки зрения именно более эффективного результата. Понимаете, что у вас есть, и мне это очень понравилось, делегирование полномочий. На самом деле, может быть, это не прозвучало, но это очень важная технология. Действительно, директор сегодня лидер, но директор не может отвечать за все процессы с точки зрения содержания и эффективности и качества. Мы будем об этом говорить чуть позже, я имею в виду на следующих семинарах. Очень важная система, которая сегодня сопровождает любого руководителя, это умение делегировать полномочия. И я уже говорила, одна из составляющих – это как раз профессиональная манипуляция. Психологические аспекты очень важны, поэтому я понимаю, что вы чувствуете, что рядом с вами тоже качественные лидеры, которые отвечают за свои процессы, но мы хотели, вместе с вами говорим о том, что любой процесс
это действительно процесс, начиная от анализа результата, который есть на входе, до преобразования результата, чтобы на выходе у нас демонстрировался тот результат, который мы сказали, ой, уже переместили. Я хотела как раз показать, посмотрите, пожалуйста, 5 лет школа определяет себе для того, чтобы иметь другой качественный и количественный результат. Да, вот, да, уважаемые коллеги, это очень важно. Поэтому мы должны стратегически действительно отработать, каким образом сегодня программа развития станет для нас проектом именно управленческой команды с привлечением всего коллектива школы, привлечение коллектива обучающихся, родителей и обязательно с пониманием, что сегодня школа Минпросвещения – это территория образования и воспитания и просвещения. В том числе, я всегда об этом говорю, и администрации поселения, в данном случае большого села, с пониманием, что есть сильные депутаты, особенно в Объячево есть сильные общественные организации, и вот вовлечение всех заинтересованных лиц в данный проект – это одна из, может быть, кажется, простых, но на самом деле сложных задач, чтобы коллеги не были рядом, а были вовлечены именно в содержание проекта. Я желаю только вам удачи, ну а далее методически мы идем вперед вместе. Да, Спасибо. спасибо. Спасибо, Андрей. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, к нам присоединяется Усть-Ижемская основная общеобразовательная школа. Коллеги, мы очень рады приветствовать команду Ирины Александровны Зинковой. Мы работали с Ириной Александровной в рамках первой нашей встречи, а сегодня вместе с нами Ольга Михайловна Канева. Ольга Михайловна, вы нас видите? Ольга Михайловна, да, мы вас слышим. Ольга Михайловна, представьте всех, кто сегодня в вашей онлайн-студии, и вы подключены. Мы вас очно видим, и у нас несколько подключений, даже 24 еще организации будут вас слышать. Я передаю вам слово. Пожалуйста. Ольга Михайловна, вам слово. Здравствуйте всем. Мы представляем Усть-Ижемскую школу. К сожалению, сегодня Ирины Александровны с нами нет. Поэтому я думаю, что мы достойно представим, значит, нашу школу. Ну, мы приготовили презентацию, по которой должны рассказать, что мы имеем сегодня и к чему мы будем стремиться. Значит, со мной здесь мои коллеги, это Канева Галина Ивановна, заместитель директора по воспитательной работе, это Филиппова Галина Васильевна, педагог-психолог, это Филиппова Надежда Николаевна, учитель, предметник, и Аркеева Зоя Александровна, руководитель ШМО и ответственный за работу с удаленной медициной. Ну, наверное, начнем. Пожалуйста, слайд 2. Согласно проведенному самообследованию, были выявлены проблемы в следующих показателях. Это образовательная среда, это создание условий и профориентация. И вот такой график у нас получился, и мы для себя сделали выводы. Для решения первой проблемы мы ждем окончания строительства новой школы, где будут созданы все необходимые условия. По профориентации началась работа по вхождению в проект «Билет в будущее». Мы уже частично были в этом проекте, но вот сейчас стараемся восполнить упущенное. В школе ежегодно проводятся предпрофильные курсы для учащихся 8-9 классов, их не менее 5 ежегодно. И по результатам самообследования школа по показателям находится на базовом уровне. В ходе реализации настоящего проекта мы ставим себе цель через 3 года достигнуть среднего уровня, а через 5 лет, может быть, даже и достигнуть полный уровень. Ну, а сейчас слайд 3, мы представляем показатель знаний. Какие условия должны быть для достижения наших целей? Это проведение самодиагностики. Первое. Второе. Материально-техническая оснащенность в соответствии с современными требованиями. Третье условие – это квалифицированные кадры, конечно же. Четвертое. Осуществление мониторинга результата реализации проекта. И пятое условие – это банк нормативных документов для
для всех уровней, регламентирующих образовательную деятельность. Какие действия у нас? Коллеги, можно Первое действие. прерву? Формулирование основных. Коллеги, вас очень плохо слышно, поэтому можно попросить того, кто выступает, чуть ближе к микрофончику, чуть-чуть ближе, хорошо? Звук рассеивается, коллеги. Спасибо. Ну, потому что мы без микрофона, мы только с ноутбуком. Спасибо. Хорошо слышно. Ольга Михайловна, было хорошо слышно. Вот. Слышно, да? Хорошо? Угу. Еще Дальше. Действия, да? Действия. Формулирование основных стратегических направлений развития школы на основе анализа самодиагностики. Также оснащение школы современным оборудованием, в том числе для детей с ОВЗ. Непрерывное повышение квалификации педагогов. И последнее – повышение интереса коллектива к реализации проекта. Дальше. Какие ресурсы? Это организационная структура, персонал, который участвует в проекте технологий, и материально-техническая база проекта. Также необходимо здесь назвать бюджет. И результат, к которому мы стремимся, это обеспечение доступности качественного образования и равных возможностей для всех обучающихся и непрерывное совершенствование качества образования. Ответственные за данный показатель – это администрация нашей школы и учитель-предметник. Учителя-предметники. Дальше, пожалуйста, слайд 4. Так. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы тут послушали Обячева, их работу. И вы знаете, мы очень горды тем, что наша работа совсем не уступает работе вот таких больших школ, потому что мы стараемся, тоже работаем по направлению воспитания. И ну вот немножечко, как сказала Ольга Михайловна, у нас в профориентации немножечко, ну, не те данные, которые бы мы хотели иметь, но началась уже работа по направлению «Билет в будущее». И для того, чтобы улучшить показатели по направлениям воспитания и профориентация, у нас должны быть, мы будем стремиться к тому, чтобы были такие условия. Это наличие воспитательной системы, основанной на взаимоуважении, взаимной ответственности, конструктивном взаимодействии и сотрудничестве всех участников образовательного процесса. То есть это включение работы педагогов, учащихся и родителей. Немножечко хочу остановиться на работе с родителями. На протяжении многих лет, это уже начиная с 96-го года, а у нас сейчас 22-й год, это сколько, 26 лет, да? На протяжении 26 лет у нас в школе существует такая традиционная неделя семьи. Она проходит всегда на очень высоком уровне. Что из себя, например, представляет эта неделя? Это обязательно день открытых дверей, куда приходят родители на любой урок. Очень популярен у нас день соуправления. Что такое соуправление? Это родители встают у доски вместо учителей. Они дают уроки вместо учителей. Все по расписанию, несмотря на то, что мы работаем в 2 смены. Это родителям очень нравится, а как ответственно они вот относятся к этому, и дети как ответственно относятся к этому, чтобы не подвести, например, своих родителей, которые ведут уроки. Они получают все хорошие оценки. И вот мы очень боялись, что вдруг не будет дисциплины, да, идеальная тишина на уроках. Мы сидим в учительской, учителя сидят в учительской, идеальная тишина, уроки проходят очень хорошо. Это родителям, детям очень нравится. Еще у нас традиционно
в этом направлении с родителями у нас есть такое мероприятие «Коммунарские сборы». Что такое коммунарские сборы? Это родители, дети, с утра все приходят в школу, учителя, и делимся на отряды. Это разновозрастные отряды, начиная с 1 по 9 класс учащиеся. Это дает, они, старшие ребята, чувствуют ответственность за младших детей. И все мероприятия в течение вот этого дня, что проходят, очень ответственно относятся, не дают в обиду младших, всем помогают. Потом у нас 7 отрядов всегда, 7 отрядов детей, 8-й отряд учителей, и 9-й отряд – это отряд родителей. И они вот целый день с 8 утра до 16, до 17 часов они заняты в школе разными коллективными делами. Это тоже проходит на ура. Это есть такие дни, которые посвящены, например, семейным традициям целый день. Здесь и мы приглашаем старейших учителей, которые приходят и рассказывают нам, например, о тех временах, когда они были молодыми, они сравнивают учеников, конечно же, показывают старые фотографии. И неделя семьи у нас всегда заканчивается концертом по Дню матери. Вот у нас вот именно этот период взять, чтобы мы закончили неделю семьи большим концертом, где участвуют также и родители, и учащиеся, и учителя. Вот эту традицию мы, конечно, не хотим потерять. Правда, вот как была вот эта эпидемия коронавируса, у нас не было 1 год недели семьи, мы это опять будем возобновлять, опять это будет у нас идти. Это большой плюс у нас в нашей работе, это было уже несколько выступлений у нас по этой теме на район, на муниципалитет, мы выставляли наш проект. Всем нравится, все вот хотят перенять опыт у нас. Конечно же, в условиях входит это наличие программы воспитания школы. Это у нас программа есть, программа профориентационной работы тоже есть, за эту программу у нас отвечает педагог-психолог. И, конечно же, квалифицированные кадры. Действия, чтобы еще улучшить показатели по данным направлениям, будут следующие. Это создание воспитательной системы, реализация программ, реализация системы традиционных общешкольных мероприятий и творческих проектов, школьного ученического самоуправления, использование новых подходов к организации воспитательного процесса и внедрение современных технологий, участие в проекте «Билет в будущее». И тут тоже обязательно еще я хочу сказать, что вся республика уже знает, что мы 23 года без школы. Наша школа, вот это здание, где мы находимся, это у нас здание бывшего магазина, а начальные классы здесь учатся в здании Дома культуры. И без тесного сотрудничества с Домом культуры, сельской библиотекой нам никак. У нас все мероприятия идут вместе, рука об руку мы идем. Очень тесное сотрудничество у нас идет с Советом ветеранов. Председатель Мария Егоровна, она часто к нам с просьбой обращается. Мы к ней часто обращаемся. А вот сейчас, сегодня, после поднятия флага, мы озвучили наши мероприятия на неделю. И это у нас завтра день работников дошкольного образования. 2 деревни включаем в это мероприятие, это Малая Галова и Устье Жму. И уже ребята пойдут поздравлять бывших работников дошкольного образования, они пойдут по домам, открытки, стихотворения. Точно такое же у нас мероприятие и на День пожилых людей. Это уже поставленная работа, это уже в системе. И у нас вот наших бабушек, дедушек, подшефных, как мы их называем, они распределены между классами, и мы тоже 1 октября их будем поздравлять на дому. Они ждут, они очень ждут нас, они рады всегда видеть детей, учителей. Своими силами делаем открытки, подарочки делаем. Это тоже воспитание, огромный плюс. Это идет. Так, слово подскажите мне. Связь поколений, да, связь поколений. И ресурсы, которые нам нужны для улучшения,
Это, конечно же, организационная структура, персонал, который будет участвовать в проекте технологии, конечно же, материально-техническая база, ну и без бюджета тоже нам никак. Результат, к которому мы должны прийти, это социализация и выбор жизненного пути обучающихся. Это расширение мировоззрения, традиций и выбор, конечно же, нужной профессии. За вот этот показатель ответственными являемся я, как заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители и Галина Васильевна Филиппова, педагог-психолог. Может быть, вопросы какие-то возникли ко мне? А мы нам дальше рассказываем. Следующий слайд. Показатель творчества. Условия. Функционирование системы дополнительного образования, материально-техническая оснащенность в соответствии с современными требованиями, сетевое взаимодействие, наличие объединений, школьные театры, музей, музыкальный коллектив, пресс-центры. Действия, участие обучающихся в фестивалях, олимпиадах, конкурсах, конференциях, реализация дополнительных общеобразовательных программ и заключение договоров о сетевом взаимодействии с сторонними организациями. Ресурсы – это организационная структура, персонал, участвующий в проекте, технологии, материально-техническая база проекта и бюджет. Что можно сказать о нашей школе по показателю творчества? С 2014 года уже действует программа «Одаренные дети», и можно так сказать, что у нас есть хорошие результаты. Мы очень каждый год почти участвуем в республиканском конкурсе чтецов, посвященном коми-писателям, занимаем призовые места. Также в школе много лет уже подряд идет конференция «Наши проекты». Очень с каждым годом, мне кажется, что лучше и лучше наши ученики пишут и выступают по своим исследовательским работам. Также в нашей школе имеется театр юного актера, музыкальный кружок «Мир песен». Посещают наши учащиеся музыкальную школу Шия Юрия. Еще можно сказать, что выступаем мы и на очень хорошие выступления и работы в районных исследовательских конференциях, помимо Шелем-Шеры, например, потом и детские работы были направлены и в республиканские конкурсы. Так. Мы стараемся все-таки показать наши таланты. Вот ежегодно выступаем в фестивале «Долг, честь и Родина». Наши дети вот, участвуют в этом конкурсе и выступления хора. И мне кажется, эти выступления были на очень высоком уровне. И результат такой. Развитие обучающихся – это интеллект, талант, личность. На этом мы не то что обращаем, а на этом мы внимание главное уделяем. Ответственные – это классные руководители, конечно, учителя, предметники и ответственные за работу с одаренными детьми. Следующий слайд. Следующий показатель – это здоровье.
Какие же нужны условия для того, чтобы достичь нужного результата? Это наличие программы здоровых сбережения, единые условия к организации и контролю горячего питания, наличие психологической службы, доступность спортивной инфраструктуры, с чем у нас пока трудности, так как у нас нет зала для занятия физкультурой и спортом. Какие же нужны действия для того, чтобы эти условия у нас осуществились? Это если есть программа, то, конечно же, реализовать эту программу здравоохранения, организация просветительской деятельности ПОЗО, функционирование школьного спортивного клуба. У нас есть клуб по мини-футболу, так как у нас есть футбольное поле. Вовлечение учащихся во всероссийский, на сдачу всероссийских нормативов по ГТО и также массовые физкультурно-спортивные мероприятия. Ресурсы нужны те же самые, которые были во всех предыдущих показателях. Без организационной структуры, без персонала, который участвует в проекте, без технологий, без материально-технической базы и без бюджета мы не сможем достичь результата. А результат, к которому мы стремимся, это сохранение здоровья и обеспечение безопасности обучающихся. За данный показатель ответственными являются администрация, учитель ОБЖ, учитель физкультуры и, конечно же, классный руководитель. Следующий слайд. Ну и, уважаемые коллеги, мы пришли к тому, что мы видим в перспективе. Конечно же, это обновление системы СОКа на школьном уровне, повышение профессионального мастерства педагогических работников, участие в олимпиадах и конкурсах. Нужно вести дальнейшую работу по оснащению школы современным оборудованием, в том числе и для детей ОВЗ. Нужно работать над повышением интереса коллектива к реализации проекта. Вот нам, как сказали, проект сложный, но интересный. Мы уже в этом убедились, послушав семинары, и к этому мы должны стремиться. Да. Далее, по создание воспитательной системы. Нужно нам обязательно сохранить традиционные общешкольные мероприятия и творческие проекты, которые проходят. Использовать новые подходы к организации воспитательного процесса и внедрению современных технологий. Ну и, конечно же, это мы уже говорили о проекте «Билет в будущее», работа уже у нас началась. Далее мы должны совершенствовать работу школьного театра в рамках реализации данного проекта. Продолжить сетевое взаимодействие с организациями культуры и искусств. Привлекать обучающихся к участию в фестивалях, олимпиадах, конкурсах, конференциях. По направлению здоровья у нас, конечно, ребята выполняют нормы ГТО, но нужно, наверное, чтобы была более популяризация прошла среди детей по выполнению норм ГТО. Организовать в школе психологическую службу, организовать просветительскую деятельность по ЗОЖ, активировать работу школьного спортивного клуба. У нас есть спортивный клуб «Мини-футбол». Вовлекать детей в массовые физкультурно-спортивные соревнования и мероприятия. Не секрет то, что у нас нет физкультурного зала, у нас в каком году спортзала нет, и у нас в основном дети занимаются на улице. По гранту Лукойла у нас школа выиграла проект по спортивной площадке, баскетбольной площадке в 2018 год. И вот ребята занимаются на улице, по возможности на баскетбольной площадке. Рядом есть футбольное поле, тоже это используется для уроков физкультуры в вечернее время. Для кружков, секций, дети находятся там. Ну вот и все пока, коллеги. Ольга Михайловна, коллеги, спасибо за представленный опыт. Да, мы понимаем сложность образовательного процесса, но и также, к сожалению, мы понимаем, что
дистанционная форма участия, она несколько проигрывает всегда очному участию, поэтому мы надеемся, что в следующий раз вы найдете возможность приехать в стены Коми-Республиканского института развития образования. Ну а пока, коллеги, мы планируем выезд к вам, и Ирина Дмитриевна, в смысле, мы отрабатываем возможности подключения приезда к вам. Мы надеемся, что в новые обновленные стены школы, созданные стены школы, действительно, первый слайд, он очень показателен, когда вы показываете здание, и вот сейчас на экране, бывшего магазина, и та школа, к которой вы стремитесь, действительно двухэтажная, и надеемся, что вы из статуса общеобразовательная школа перейдете уже в школу среднюю общеобразовательную с 10-11 классом, с 3 уровнями образования, но Институт развития образования готов сопровождать вас и оказывать методическую поддержку в том числе. Спасибо, что вы представили свой опыт. Ирине Александровне скорейшего выздоровления, возвращения вот в тот позитивный коллектив, который вы демонстрируете нам уже в 3-й раз. Спасибо большое за опыт. Дальнейших успехов вам в профессиональной деятельности. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Уважаемые коллеги, вот таким вот уже узким кругом в стенах института, но тем не менее я хочу обратить ваше внимание, несмотря на то, что нас здесь сейчас немного, но в любом случае у нас есть с вами 22 участника, которые подключены дистанционно. Кроме того, запись этого мероприятия, кроме того, со всеми участниками образовательных отношений мы в любом случае с вами просматриваем и проанализируем. Но мы заметили одно, коллеги. На следующий раз это будет мероприятие не на один день. Мы вас пригласим на 2-3 дня, чтобы не было вот таких вот сложностей, в том числе и с дорогой. Приехали, живем в Сыктывкаре, стажируемся на базе гимназии имени Александра Сергеевича Пушкина и повышаем свои коммуникативные навыки в том числе. Итак, а сейчас мы передаем слово школьной команде Бангельской средней общеобразовательной школе. Аида Имамовна, вам слово, и вы вместе с коллегой. Уже добрый вечер, коллеги. Нам, нашей школе, предоставилась возможность поделиться своим опытом участия в федеральном проекте «Школа Минпросвещения России» в программе повышения квалификации школы Министерства просвещения России. Немного хочу рассказать о нашей школе. Школа в поселке Кибаньёль стала функционировать с 1949 года. На слайде основное здание школы, которое в этом году преобразилось благодаря капитальному ремонту в рамках федерального проекта. В школе обучаются 216 учащихся, работают 26 учителей. Штат школы полностью укомплектован педагогами. Педагоги свою деятельность также осуществляют, педагогическую деятельность также осуществляет социальный педагог, педагог-психолог, вожатый. Каждый год в школу поступает достаточное количество первоклассников, и мы можем сказать, что нам есть в дальнейшем кого будет обучать в этой обновленной красивой школе. В рамках федерального проекта «Школа Минпросвещения России» команда Кибаньёльской СОЖ, куда вошли директор, заместители и педагогический состав, прошла обучение по программе повышения квалификации. Программа направлена на изучение вопросов повышения качества образования в условиях обновленной инфраструктуры общеобразовательной организации и направлена на проектирование перспективного профиля школы на ближайший период. Обучаясь на курсах, команда получила для себя положительный опыт для дальнейшей эффективной работы школы. Педагоги и управленцы повысили свою квалификацию, получили банк методических рекомендаций, нормативно-правовых актов для дальнейшей работы. Выявили проблемные зоны нашей школы. Данный опыт нам поможет в создании программы развития образовательной организации и также получили инструменты для создания и поддержания единого образовательного пространства.
В ходе обучения на курсах по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации в рамках практической работы школьная команда провела самообследование профиля школы по 8 направлениям. Для определения уровня по каждому из направлений мы внимательно изучили материалы, предложенные на курсах. По результатам самообследования определили соответствие своей общеобразовательной организации показателям проекта в баллах и выявили уровень профиля. Школа по результатам самообследования находится на среднем уровне с баллом 2,2. На данном слайде вы видите магистральные направления и уровень соответствия каждого из направлений. По нашему учреждению получилось, что у нас показатели распределились именно таким образом. Полный уровень знания, воспитания, здоровье, учитель, школьная команда. Средний уровень выявлен по показателям профориентация, школьный климат, образовательная среда. И, немножко там ошибочка, базовый уровень – это направление творчества. Несмотря на то, что есть показатели, да, которые вышли на полный уровень, здесь мы тоже определили для себя дефициты, по которым стоит работать, да, и ситуацию менять. Чтобы определить новые векторы развития, мы выявили проблемные зоны по показателям самообследования. Рассмотрим результаты самообследования. По направлению знания, да, как я сказала, несмотря на то, что она вышла показатель направления на полном уровне. Остановимся на показателе современный модуль курс технология. Он не введен у нас, не в полной мере функционирует школьный библиотечно-информационный центр. По показателю современный модульный курс технология в данный момент обновляются программы по технологии. Учителя технологий проходят курсы повышения квалификации. Для ведения курса имеются все ресурсы, точки роста и мастерские по обработке материалов и пищевых продуктов. И также командой КРИРО будет оказана методическая поддержка. По направлению воспитания. Отсутствуют детские объединения на уровне начального общего образования. Есть также сложности в организации работы органов самоуправления. Также недостаточно у нас представительств детских, молодежных, общественных объединений. И нам необходимо активизировать работу именно начиная с учащимися начальных классов. По показателю, по направлению воспитания, по показателю единые подходы к работе с родительским сообществом, также у нас стоит этот показатель повысить. Необходимо активное, эффективное использование сайта школы и других СМИ для пропаганды положительных результатов инновационных процессов и расширения сферы открытости школы. Также необходимо организовать систематическую работу родительского всеобуча, консультации для родителей по вопросам развития детской одаренности и итогам психодиагностических исследований. По показателю, по направлению профориентация. Отсутствует соглашение с партнерами, предприятиями. Школа сельская, понятно, нам сложно с этим показателем, но мы попытаемся, конечно же, хотя бы в районе как-то этот показатель внести коррективы по этому показателю. Но у нас невозможна организация профобучения на базе колледжей и вузов. По направлению творчества. В школе отсутствует школьный театр, школьный пресс-центр, нет в школе музея и музейной педагогики, ограниченность программ дополнительного образования. Конечно же, мы можем начать работу по открытию школьного театра, таким образом, в рамках реализации программ дополнительного образования. Но так как это хотя бы собрать какие-то, кружок собрать по постановочным, разным мероприятиям, по различным постановкам, и таким образом, постепенно, может быть, я скажу дальше мероприятия какие, и шаг за шагом, может, у нас и получится открыть школьный
театр. Педагоги перегружены, большая нагрузка, и поэтому у нас нет возможности даже задействовать их в доп. Образование. По направлению образовательная среда не в полной мере функционирует школьный библиотечно-информационный центр. Ну, не функционирует он только потому, что у нас не хватает площади. Но, тем не менее, у нас работает информационный центр на базе кабинета информатики. Да, дети имеют возможность поработать. Угу. Да, в этом у нас как бы есть все, да, мы обеспечены. И хочу вам представить перспективный профиль школы. Для того, чтобы нам по всем остальным направлениям выйти на полный уровень, нам необходимо по направлению знания внедрить современный модульный курс «Технология», платформу технологического образования, кластер формирования метапредметных результатов образования. По направлению воспитания, создание программы вовлечения учащихся в детские движения и разработать проект «Орлята России», активизировать деятельность органов ученического самоуправления. По направлению профориентация, создать программы профориентационной работы с родителями, все-таки попробовать заключить соглашение с предприятиями-партнерами о вовлечении их в учебно-воспитательный процесс с целью ранней профилизации. Активизировать работу по участию детей в проекте «Билет в будущее». Конечно, мы участвуем в этом проекте, но немножко нам следует возобновить, так же, как у нас было это на начальном этапе. По разделу творчества расширение разнообразия и доступности дополнительного образования, реализовать методические рекомендации по созданию школьного музея. Рекомендации у нас уже есть, нам необходимо приступить к работе по созданию, уже начинать работу по созданию музея. И разработать дорожную карту создания школьного театра. По показателю здоровья необходимо, по направлению здоровья, необходимо повысить охват учащихся, ну, по сдаче норм ГТО и продолжить развитие школьного спортивного клуба. Следующее направление – учитель, школьная команда. Совершенствовать систему наставничества, это актуально, да, в наше время. Необходимо повысить квалификацию педагогов по направлению наставничества и увеличить количество педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах. И образовательная среда – это благоустройство прилегающей территории школы, образовательной организации. Ну, я думаю, все у нас получится. Как предыдущие коллеги сказали, начинаешь, как будто бы и страшно, да, но когда в это все вникаешь, все можно всю работу провести и выйти на полный уровень. Если мы по всем этим показателям выйдем на полный уровень, я надеюсь, будем проводить работу, и школа выйдет на полный уровень. Спасибо, Аида Имамовна. Да, подскажите, пожалуйста, на сколько лет вы рассчитываете ваш перспективный профиль? Ну, перспективный профиль мы рассчитываем на 5 лет. На 5 лет, да? И при этом, как мы говорили, вот сегодня в первой половине дня, коллеги, действительно, несмотря на то, что коллег в основном средний уровень, да, то есть по факту вот у нас эталонный, вот один маленький шажочек, мы достигнем с вами эталонного уровня, но тем не менее, действительно, колоссальный пласт, с чем нам нужно работать. И при этом Аида Имамовна отмечала, вы в своем выступлении сказали, что вам очень сложно выстраивать взаимодействие с организациями СПО для того, чтобы они принимали участие в профориентационных проектах. Но у нас есть пример, федеральный пример, когда устраиваются такие профильные смены, и организации СПО приглашают детей к себе на 3-5 дней, то есть с выездом. И я знаю, что у нас многие образовательные организации имеют общежитие, их свои каникулярные сроки, они приглашают детей для того, чтобы вот так вот
их погружать. Поэтому, ну, один из вариантов сетевого взаимодействия с организациями СПО тоже вполне возможен. И действительно то, о чем вы говорили, и вот лейтмотивом нескольких выступлений звучит то, что действительно педагоги перегружены. Педагоги устали, и поэтому организация, в том числе и урочной, и внеурочной деятельности, действительно очень сложно, но тем не менее мы помним наш закон об образовании, где говорится единство этих процессов. И то, о чем мы с вами говорили в первой части. Кто у вас выступает социальными партнерами? Да, Вы знаете прекрасно наших социальных партнеров. Это Дом творчества наш, да? Также у нас есть спортивный, это, наверное, клуб, спортивная школа «Олимпик» называется. Вот, и поэтому также у нас клуб, который имеется в поселке. То есть, вообще-то, мы используем их ресурсы, их педагогов для того, чтобы у нас довольно полноценно было организовано дополнительное образование учащихся. Ну и наши педагоги тоже в этом задействованы. Еще подскажите, пожалуйста, каким образом у вас тоже отмечено полный уровень, как вы взаимодействуете с семьей? Как вам удалось достичь такого высокого уровня по взаимодействию с семьей? Ну, у нас как над показателем вот работа с родителями, работа с родителями, у нас над этим показателем стоит еще поработать, конечно же. Вы имеете по направлению воспитания, да, что мы достигли среднего уровня? Полный, да? Средний уровень, да? Средний уровень, средний, да, по воспитанию, да. Какие формы, как вы взаимодействуете с семьей? Ну, это как одна из форм, понятно, это родительские собрания, индивидуальные беседы с родителями. Если у нас какие-то возникают проблемные темы, да, мы можем приглашать беседу дети с родителями, учителя, да, такие, как проводим не конференцию, да, вот медиацию, скажем так. Работа с психологом, у нас индивидуальная работа с психологом, ну, с родителями. Приезжает нам центр психологического сопровождения с города Сыктывкара, где родители совместно с детьми приходят, да, проводят беседы по своим проблемным каким-то вопросам. Конечно же, также мы оказываем ну, беседы, если возникают проблемы между родителями и детьми. Родители обращаются за помощью к педагогам, где мы можем им дать совет, да, психолог, классный руководитель, сам директор, администрация по работе, ну, с детьми, потому что родители бывает обращаются к нам, потому что возникают конфликты между родителями и детьми, да? Да. По возможности, другое дело, что на довольно благоприятное считаю, родители у нас очень нет разработки, потому что рядом цены, мы так много выходные дни, наверное, вечернее время, да, это вечернее время. Родители вот сейчас у нас оказали очень большую помощь, чтобы как раз не только там провести генеральный отбор, но и наладить административное оборудование, взаимодействие с родителями, оно происходит. Я почему заостряю на этом внимание, потому что действительно коллеги отмечают, что это одно из западающих направлений, и говорят, ой, а мы так далеко от центра, ведь коллеги, Кибаньёль находится, поправьте меня, 200 километров? 184, да? Да, ну плюс-минус, да, то есть да, достаточно тоже удалено от Сыктывкара, от центра, да, вы чуть ближе к Усть-Кулому, но тем не менее удаленная школа, которая выстраивает и, возможно, уже функционировать на таком высоком уровне. Спасибо вам за ваш опыт, коллеги, и Аида Имамовна, и Ирина Григорьевна, да, спасибо. А мы переходим к последним нашим участникам. Это у нас, собственно, Палевицкая средняя общеобразовательная школа. Валентина Николаевна, вам слово. Сначала. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я не вижу, нет, не моя. Да. Да. Угу. Ну, как и все школы, мы прошли самообследование.
И у нас получился такой вот такая гистограмма, в которой мы видим, что по показателям творчества, профориентация и школьный климат мы вышли на самые низкие уровни, это наши рисковые профили. А в целом школа у нас вышла на уровень ниже базового. В связи с этим у нас определились следующие действия наши. Некая дорожная карта. Во-первых, мы организовали школьную команду из числа учителей и заместителей директора. Туда входят и педагог-психолог, и организаторы, учитель начальных классов. Для того, чтобы реализовать все направления, мы выстраивали план действий в таком ракурсе, который строится на всех 3 китах. Первый кит – это учитель, второй кит – это у нас образовательная среда, и третий кит – это школьный климат. Наши действия. По показателю знаний проекта школы Минпросвещения мы определили следующие действия. Это организация методической службы по применению современных образовательных технологий, обеспечивающей достижение высоких образовательных результатов, развитие у обучающихся гибких навыков, soft skills. Кроме этого, в этом направлении мы хотим реализовать 2 модели наставничества: учитель-ученик и учитель-учитель. Для этого у нас созданы ресурсы: кабинеты точки роста, кабинет информатики, спортивный зал, мультимедийное оборудование, актовый зал, кабинет педагога-психолога, кабинет технологий, школьный музей, библиотека. В этих кабинетах мы хотим создать образовательную среду. Следующий показатель – воспитание и профориентация. Здесь мы предполагаем реализовать модель наставничества учитель-ученик, создать комнату детских инициатив, реализовать проект по развитию ученического самоуправления «Мини-боссы». В этом же направлении будет работать проект «Навигатор в мире профессий». Будут организованы в весенние ноябрьские каникулы детский оздоровительный лагерь с тематическими сменами по профориентации, воспитанию. Организована у нас в школе деятельность школьного музея и организован школьный театр. Для этого у нас созданы условия: кабинеты точки роста, кабинет информатики, спортивный зал, мультимедийное оборудование, актовый зал, кабинет педагога-психолога, кабинет технологий, школьный музей и библиотека. Показатели творчества проекта школы Минпросвещения мы предполагаем организовать следующую деятельность. Конечно же, это будет организация внеурочной деятельности и дополнительного образования детей. Организован будет школьный театр, продолжать будет деятельность свой школьный театр и музейное дело. Предполагается реализация проекта «Зернышки талантов», и продолжать будет свою деятельность школьная газета «Лучик». Ну и на довольно-таки высоком уровне у нас организована проектно-исследовательская деятельность, которую мы тоже будем продолжать реализовывать. Здесь у нас созданы ресурсы: это кабинеты точки роста, кабинет информатики, спортивный зал, мультимедийное оборудование, актовый зал, кабинет педагога-психолога, кабинет технологий, школьный музей и библиотека. Показатель здоровья, он не на самом низком уровне, он где-то на среднем. Здесь мы предполагаем продолжить развитие системы школьного питания, реализовать программу обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающих в процессе урочной и неурочной деятельности. Предполагаем организовать сдачу норм ГТО. Продолжает свою деятельность школьный спортивный клуб по видам спорта: волейбол, баскетбол, теннис и шахматы. Предполагается организация круглогодичной спартакиады по всем видам спорта и реализация проекта «Новые мы». Ресурсы все те же самые. Ну и так выглядит наш перспективный профиль образовательной организации. Он строится на всех 3 китах. Практически в каждом направлении присутствует деятельность педагога-психолога, консультативного пункта с родителей. И здесь же у нас предполагается организовывать взаимодействие с другими предприятиями села, учреждениями села. Основные проекты представлены на слайде по направлениям. Спасибо за внимание. Валентина Николаевна, мы работали с образовательной организацией. Палевицкая средняя общеобразовательная школа нашла возможность, была нашим таким
пилотным проектом, нашли возможность приехать к нам ровно неделю назад, да, собственно, проработали очень интересный, творческий, неоднородный коллектив. И действительно, мы увидели горящие глаза молодых педагогов, мы увидели некие противоречия, над которыми можно работать, да, ведь, коллеги, и будем работать, потому что проект действительно интересный. Но что мы увидели, что коллеги готовы в него погружаться, и это очень приятно. Было наше такое первое погружение, в общем-то, работы с командой, и на примере работы с Палевицкой средней общеобразовательной школой мы понимаем, что особенность этой школы в том, что сейчас они, как и многие, не работают не в стенах собственной образовательной организации, а совмещают и работают в Часовской школе. Правильно я помню? Ну, частично там Часово, кто-то в Палевицах, то есть разрозненный коллектив, но тем не менее очень интересный и очень такой креативный коллектив. Построили ракету, которую запустили, и она у нас полетела. Надеюсь, хороший знак для того, чтобы наш проект с вами заработал. Уважаемые коллеги, кто подключается в онлайн-режиме, мы благодарим вас за подключение. Сейчас мы уходим на тренинговую работу. Нет смысла нам ее демонстрировать, поэтому благодарим вас за внимание. Всего доброго, до свидания. Те, кто подключился в онлайн-режиме.